Вновь заговорили о взносах за капитальный ремонт. Прокуратура заявила, что региональная программа не выполняется. Те же, кто за нее отвечает, парировали. Мол, платят им за капремонт слишком мало, чтобы очередь дошла до всех нуждающихся. Чтобы отремонтированных домов стало больше, было предложено взносы увеличить. А парламентарии Коми обязали жителей новостроек выплачивать их, как только дому исполнится 4 года. Прежде новостройки не платили за капремонт 5 лет. Уж совсем особенно выглядит здесь позиция одного сыктывкарского ТСЖ, который взносов не платит, а собирает деньги на ремонт самостоятельно. Товариществу собственников жилья «Перекресток» 20 лет. Именно его в свое время посетил Дмитрий Медведев, еще в статусе президента страны. Наталья Юрина продолжит. Бурная дискуссия на комиссии по ЖКХ в Госсовете началась с обсуждения новых сроков введения платы за капремонт молодых домов. С инициативой сократить каникулы по этим взносам для жителей новостроек вышел региональный Минстрой. Изначально вместо нынешней свободной пятилетки предлагалось наложить вето по платежам за капремонт на 2 года. Все для того, чтобы собственники новых апартаментов смогли успеть накопить нужную сумму к тому времени, когда понадобится дому первый масштабный ремонт. Как отмечает региональный оператор, при сборе средств возникают проблемы. И дело не в том, что не все платят по счетам, а в самой сумме. Люди стали видеть, что работы выполняются, и они спрашивают, почему делается у них, а не у нас. А мы объясняем, что взнос вот такой, вы должны собирать. Примите решение, вы сами на своем собрании собирайте больше. Они же этого не делают. Поэтому надо это делать отсюда, именно со стороны государства. Поэтому оставлять это все на самотеке, и, как говорит правильно прокуратура, что программа не будет выполняться. Собственники сами таких решений не примут. В итоге общее имущество жилых домов годами ожидает капремонта. Очередь из нуждающихся в обновлении строений возникла из-за того, что с 2015 года тариф Коми в разы был меньше общероссийских показателей. Пока же о повышении тарифов речи не идет. Сумму сбора планируют приумножить за счет дополнительных сокращенных лет. Мера эта вынужденная, доводы от профильного ведомства звучат обоснованно. Это позволит введение этой меры избежать скачкообразного повышения. Относительно недавно стоял вопрос о том, что у нас раньше был занижен тариф, что создал определенную яму, и что с этим надо что-то делать, иначе у нас программа капитального ремонта жилого фонда, следовательно, обеспечение достойного качества жизни наших жителей может быть под угрозой. В среднем дом нуждается в обновлении через 15 лет после ввода в эксплуатацию. В нынешних условиях, к примеру, 96-квартирная многоэтажка соберет за 10 лет ориентировочно 3 миллиона рублей, которых будет недостаточно на проведение капремонта. Посовещавшись, парламентарии и власти приходят к мнению – сделать срок отсрочки платы для новостроек не 2 года, а 4. Вопрос выносят в повестку заседания Госсовета Коми. Парламентарии изменения поддерживают. Проектом закона предполагается сократить срок возникновения обязанностей по уплате взносов по капитальному ремонту у собственника помещений в МКД, вводимых в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта с 5 до 4 лет. Решение о сокращении срока позволит обеспечить дополнительное привлечение финансов на программу капитального ремонта. А вот жильцам 5-го дома по улице Димитрова накопленных средств на капитальный ремонт хватает, несмотря на то, что многоэтажке 20 лет. Здесь за состоянием строения следит ТСЖ «Перекресток». Разочаровавшись в работе управляющих компаний, жильцы этого дома под собственным флагом отправились в свободное плавание. Товарищество «Ветеран» в коммунальной сфере. Оно из старейших в Коми. На днях справили юбилей, разменяв 3-й десяток. С виду обычный дом в 2010-м привлек внимание президента России. Во время приезда в Сыктывкар Дмитрий Медведев познакомился с опытом работы ТСЖ, которым оказался доволен. Организации удалось погасить задолженность 800 тысяч рублей перед ресурсоснабжающими компаниями. Приучили жильцов платить по счетам, отремонтировали кровлю. Выстроенная система тогда продолжает работать и сегодня. В доме тарифы по жилью одни из самых низких в Сыктывкаре – 17 рублей с копейками за квадрат. Для сравнения, у других организаций плата в среднем больше на 3 рубля. Мы наладили контроль за потреблением всех ресурсов, за потреблением особенно воды. По теплу у нас тоже стоят все приборы учета и все. И мы занимаемся таким жестким контролем над всеми ресурсами для того, чтобы платили люди меньше.
Что касается теплоэнергии, то в целом по году у нас от норматива, то есть где-то получается не более 65%, 63-62% в целом по дому, 64%, в общем, не более 65%. То есть от того, что установлено сегодня нормативом, у нас экономия идет 35%. В Перекрестке, помимо ежедневных обязанностей, в год стараются делать одно большое дело. Обновили фасад, во всех подъездах заменили двери и окна. Заменили 3 лифтовые шахты. Реконструировали 2 тепловых узла. В этом году залатали ямы около подъездов. Дом приводят в порядок за счет собранных средств на капитальный и текущий ремонт. Сегодня у нас на спецсчете находится около 3 миллионов рублей свободных денег, потому что мы накапливаем в связи с тем, что дом стареет, и потом нужно будет менять лифты, менять коммуникации. В следующем году ТСЖ планирует отремонтировать 8-й подъезд за счет денег, хранящихся на спецсчете. Еще одна принципиальная позиция ТСЖ – сотрудничать только с проверенными подрядчиками и лично контролировать процесс. Работы ведутся и по благоустройству придомовой территории. В летнее время на месте сугробов разбиты цветники, около дома посадили аллею яблонь. Очень ведь красиво, они еще вот здесь, а вот там вот запахом яблони вот там есть, у них там запах такой, знаете, вот медовый, когда они цветут. Яблони, сливы я вот там посадила. Красиво, когда цветут. Потому что необычно. И березки у нас вот в лесу, у нас рядом лес, там, значит, традиционные деревья, которые растут в Коми Республике, они все у нас рядом в лесу. А здесь вот это вот просто специально посадили. В будущее перекрестовцы смотрят с оптимизмом и считают, что если есть проблемы, то их необходимо брать в свои руки, а не полагаться на фонд капитального ремонта и управляющие компании. Впрочем, вопросы к УК есть у многих. Центр управления регионом ежедневно отслеживает обращения жителей Коми в социальных сетях. На работу управляющих компаний приходится 5% от всех недовольств. За последний месяц система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала 258 сигналов. 176 жалоб о нарушении правил уборки внутридворового проезда, 54 на работу самих организаций, 28 на уборку и вывоз мусора. Через платформу госуслуги «Решаем вместе» поступило 72 сообщения по этой тематике. К решению вопросов, связанных с деятельностью управляющих компаний, специалисты ЦУР Коми привлекают местную администрацию. В случаях, когда организация игнорирует предупреждения, не идут на контакт и систематически нарушают закон, в ситуации разбирается Стройжилтехнадзор.